Всем привет! Это новости Словении. Если вы впервые заглянули на мой канал, меня зовут Хельга, и я рассказываю новости Словении простым понятным языком. В Словении вновь заговорили о безопасности на автомагистралях после двух страшнейших аварий, произошедших с разницей в несколько дней. Две смертельные трагедии произошли на автомагистрали глубокой ночью недалеко от Марибора. В первом случае 29-летний водитель, гражданин Боснии и Герцеговины, выехал на встречную полосу и продолжил движение против потока. Ну и, естественно, произошло лобовое столкновение. В итоге столкновения погиб сам виновник, 29-летний парень, и 32-летняя пассажирка встречного автомобиля. Водитель же встречного автомобиля отделался легкими травмами. Вторая авария также связана с выездом на встречную полосу. 86-летний хорват на автомобиле с немецкими номерами начал двигаться в противоположном направлении. И, конечно же, снова произошло лобовое столкновение. В этом случае в результате аварии погиб лишь только виновник. Огромный резонанс вызвал несчастный случай, произошедший в долине Сочи. Семья из Германии отдыхала в Словении. После осмотра водопада Козьяк семья возвращалась к своему кемпингу. Им нужно было пройти по 50-метровому мосту над рекой Сочи. Их 8-летний ребенок радостно бежал впереди. Не добежав буквально несколько метров до конца моста, мальчик споткнулся, не удержал равновесия, скатился между стальными тросами и упал с 6-метровой высоты на камни. Свидетелями происшествия стали двое мужчин, которые оказались пожарными. Они начали оказывать первую помощь. Пожарные очень быстро спустились с обрыва на помощь к ребенку. У него была травмирована сильно голова. Пожарным удалось остановить кровь и вызвать на помощь спасателей. Местные спасатели и скорая помощь прибыли достаточно быстро, но этого было недостаточно. Вызвали спасательный вертолет, чтобы доставить ребенка в столицу. К сожалению, вертолет пришлось ожидать около часа, а счет жизни шел на секунды. В итоге мальчика все-таки удалось доставить в Люблянскую больницу. Сейчас медики продолжают бороться за его жизнь. Это резонансное происшествие снова подняло вопрос, почему в данном туристическом горном регионе, где такие происшествия не редкость, нет своего спасательного вертолета. Новое правительство Словении во главе с Янезом Янше меняет политический курс. С государственного здания сняли палестинский флаг, который был повешен в 2024 году прежним правительством во главе с Робертом Голобом в знак поддержки Палестины. Но практически в то же самое время израильскому самолету, совершавшему рейс из Тель-Авива в Любляну, не дали посадку. И самолету пришлось лететь в Хорватию, в Загреб. Руководство израильской авиакомпании заявило, что запрет на посадку был политическим. Хорошо, что их не направили в Дагестан. Видимо, руководство аэропорта еще не в курсе, что политический курс поменялся. Не успела поменяться власть, как с июня гражданам Словении начали выдавать паспорта нового образца, но не израильские. Новые паспорта выдаются сроком на 10 лет, и их замена будет стоить около 60 евро. Старые паспорта продолжают действовать, и менять их на новые не обязательно. Почта Словении начала испытания роботизированной доставки в Любляне. Небольшие автономные роботы будут перевозить посылки по городским направлениям. Но пока к нам почтальон приезжает на велосипеде. Если проект окажется успешным, почтальонов уволят. В Люблянском зоопарке на свет появились сразу 3 сибирских тигренка. Амурский тигр считается одним из самых редких крупных хищников планеты, поэтому каждое успешное рождение имеет большое значение для международных программ сохранения вида. Сейчас малыши находятся под постоянным наблюдением ветеринаров и чувствуют себя хорошо. Для Люблянского зоопарка это одно из самых значимых событий за последние несколько лет. Змея решила оборудовать себе логово в одном из паркоматов города Крань. Оплати парковку, получи укус змеи в подарок. Пользователи обратили внимание на странные звуки. Бросаешь монетку, а в ответ раздается шипение. Согласно предварительным данным, змея, скорее всего, проникла в устройство через кабельный канал. После извлечения змеи канал был должным образом герметизирован. А сколько же еще остается в Словении шипящих паркоматов? Друзья, если вы планируете переезжать в Словению и вам необходима помощь в оформлении всех необходимых документов, а также помощь в поиске жилья, смело пишите в личку моего телеграма.
В Словении стартовала неделя парада гордости. В ближайшие дни в Любляне и других городах пройдут культурные программы, дискуссии, концерты и шествия. Организаторы заявляют, что главная цель мероприятий – привлечение внимания к вопросам равноправия и защиты прав ЛГБТ-сообщества. Главное шествие парада поноса, что обозначает парада гордости, пройдет в Любляне в субботу 13 июня. Всех желающих приглашаем на этот праздник. Если вы еще там не бывали и размышляете, стоит ли вам сходить на это мероприятие, предлагаю посмотреть мой репортаж, перейдя вот по этой ссылке. В начале лета ЛГБТ-парады проходят во всех крупных городах Европы. К сожалению, мне не удалось найти информацию, когда будет проходить ЛГБТ-парад в Москве. Если знаете, напишите в комментариях. Климат меняется, и в Адриатическом море у берегов Словении появился новый хищник. Крылатка приплыла в Адриатическое море из Индийского океана. Экологи бьют тревогу. Хищница крайне агрессивно нападает на местных рыб и разрушает баланс экосистемы. Купаться можно совершенно безопасно, но это только пока не приплыли пираньи с Амазонки. Хотя, может быть, они уже в пути. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? В Любляне в понедельник будет от плюс 15 до плюс 28. Пасмурно, без осадков. Спасибо, Алиса. Это как лайк, только лучше. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!